Коми участились случаи хищения денег с банковских карт. С начала августа в полицию обратились уже более 200 человек с заявлением о неправомерном списании наличности с их электронных кошельков. Чаще всего сумма похищенных средств со счетов составляет от 3 до 8 тысяч рублей. Чтобы обратить внимание горожан на правила, которые нужно соблюдать, чтобы обезопасить свои сбережения и не стать жертвой преступников, с 24 августа на всей территории республики сотрудники МВД проводят профилактическую акцию «Мобильная реакция-2015». Антон Булаев узнал, как можно защитить себя от посягательств интернет-мошенников. С начала года стражи порядка Коми зарегистрировали уже более 1000 фактов хищения средств с электронных кошельков. Потерпевшими чаще всего становятся владельцы мобильных телефонов с операционной системой Android и полной версией услуги «Мобильный банк». Установлено, что основной причиной списания денежных средств является действие вредоносных программ, которые попадают в телефоны держателей банковских карт, например, когда человек скачивает из сети интернет различные приложения, в том числе и онлайн-игры, или переходит на неизвестные веб-страницы. Еще один способ СМС-рассылки, когда абонент получает СМС-сообщение со ссылкой. Если перейти по такой ссылке, то в телефон закачивается вредоносная программа. Попадая в мобильное устройство, вредоносные программы могут похищать учетные записи банковских логина и пароля, перехватывать СМС-сообщения с кодами авторизации, а также выполнять перевод денег на счета злоумышленников. В тех банках, где имеются услуги оповещения, они делятся на СМС-банкинг, который и является управлением денежными средствами на счета граждан. Есть информационная услуга, которая предоставляет информацию о снятии денежных средств, пополнении, перевода, аналогичное. То есть отключается информационная система, а информационный СМС-банкинг остается. То есть люди не получают СМС о хищении денежных средств, то есть о снятии с их счетов, а снятие происходит. Чтобы предупредить горожан, в местах массового скопления людей сотрудники полиции размещают специальные памятки о том, как можно защитить себя от посягательств интернет-мошенников, а также выходят на улицы города. Каким образом вы можете себя обезопасить свою банковскую карту? Не показывать никому данные свои. То есть реквизиты банковской карты, да? Вот, хорошо. А скажите, пожалуйста, а мобильное устройство, допустим, у вас защищено антивирусной программой? Нет, не защищено. Нет. Вот мы даем памятку как раз. Открываете ли вы, допустим, СМС-сообщения, ММС-сообщения от неизвестных, незнакомых вам номеров? А вот почему? Я не считаю, что чужие, посторонние люди могут посылать мне ММС, которые меня заинтересуют. Как вы считаете, можно обезопасить себя от данного деяния, чтобы ваши деньги не ушли на счет злоумышленников? Пользоваться сберкнижкой. Блокировать попадание компьютерного паразита в смартфон можно при помощи специальных лицензионных антивирусных программ. Некоторые крупные банки уже предлагают установить данное мобильное приложение бесплатно. Клиент на своем смартфоне или планшете, зайдя в официальный маркет своего устройства, может скачать специальное мобильное приложение, в которое и встроен этот антивирус. Когда впервые устанавливается это мобильное приложение на устройство клиента, происходит сканирование телефона на наличие вредоносных программ и вирусов. В случае, если данное приложение находит какие-то вредные приложения, оно уведомляет пользователя о их наличии, а если оно находит вирусы, соответственно, оно просто-напросто их удаляет. Если клиент банка все же обнаружил, что с его карты списаны деньги, работники кредитных учреждений советуют не терять драгоценного времени и сразу бить тревогу. Если отреагировать в первые же минуты, наличность, возможно, удастся вернуть. Необходимо в первую очередь позвонить в контактный центр своего банка, где клиент обслуживается. Телефоны все указаны на тыльной стороне банковской карты. В контактном центре уведомите о том, что совершено преступление в отношении клиента, списаны незаконно деньги, чтобы блокировали услугу мобильных платежей. Второе. Необходимо обратиться к мобильному оператору сотовой связи для блокировки сим-карты. Третье. Необходимо обратиться в банк для получения выписки по операциям, совершенным уже не клиентом. И четвертое. Это обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Данные действия дадут возможность банку не только остановить противоправный перевод денежных средств, но и позволят полицейским вычислить интернет-воришку, а впоследствии привлечь его к уголовной ответственности. Сотрудники полиции убедительно просят населения быть предельно осторожными в обращении с банковскими картами, не доверять их чужим людям, не делиться информацией о своем лицевом счете с малознакомыми людьми и при смене номера телефона отключать услугу «Мобильный банк». Антон Булаев, Константин Стратиенко, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.